Всем привет! Ну что, раз погодка хорошая вечером, качество связи тоже неплохое, да, как вы говорите, еще постримить немножко. Это вот тут улица Пушкинская, да, вроде бы, или как она называется, более точно. Такие деревья здесь светящиеся. Сейчас мы с вами погуляем немного. Еще, как говорится, время пока не спать. Что делать? Давайте походим, побродим, посмотрим на вечернюю, ночную, ну вечер, да, вечер, еще ночи-то нету, на вечернюю Ялту, уже более поздняя. Как там, кстати, волны у нас, как шторм идет, нет. Так, один человек включился, это хорошо. Здесь такая инсталляция интересная. Кстати, можно глянуть на вот эту вот подсветочку вечернюю. Здесь вот такая селфи-зона. Так понимаю, пушкинская какая-то тема. Перо. Вот такая часть колонны античного стиля. И хэштег Ялта город счастья. Так, Гарри Орловский, добрый вечер. Привет, Гарри. Еще разочек. Все, пока детское время еще не вышло. Немножко походить, побродить по вечерней набережной. Надеюсь, видать там что-то. Чего-то видать. Вот, пожалуйста, Александр Сергеевич, собственной персоной. Пушкин, который... Так, как мне туда залезть-то поближе к нему? Поближе, давайте поближе подойдем. Я только с магаза приехал, отлично. А что там брал-то в магазе? Вот у него рука, смотрите, какая рука затертая. Ё-моё, его затерли в руку. У него лапа-то здоровая, смотрите, по сравнению с моей, конечно, он какой-то гигантский. Закуп перед. А, закуп. Что там? А что купил-то? Пивас, что ли? Поездкой. Поездкой. Куда собрался ехать? В Турцию вроде бы хотели, да? Я, насколько помню. Вот у него такой котелок, да? Как это? Штуковина такая вот. Ну, такой вот он памятник. Он внутри пустой. Так колотишь, и пустота прямо чувствуется. Тут еще надпись какая-то. Ялта с любовью. Что-то Герасим. Ну, подпись автора, видать, что ли, вот здесь вот выцарапана. Вот так он внутри пустой. То есть он как снаружи этот. И вот еще Гордеева. Что-то 2009 год, что ли, да? 2009. Ага. Вот так тогда. Вот такой Александр Сергеевич. Интересный. Так, не Турция, потом нет, не алкоголь, но еду, наверное, да, покупаете какую-то колбаску там, что в дорогу надо. И вот так, надо сходить же посюда сходить. Вот туда я хотел залезть на вот эту вот конструкцию с колоннами. Как она называется, я не знаю. Где-то там заход есть. Сейчас залезем. Будет большой стрим, вояж, следующий среда, четверг. Отлично.
Надеюсь, удастся посмотреть. Ну, у нас тоже тут ходьба. Так, здесь закрыто с этой стороны. Вон, ремонт написано. Так, ремонт. Получается, туда фиг пролезешь. А я хотел подняться. Раньше можно было туда подняться и сделать фотографию. Прикольно. А сейчас закрыли под надписью ремонт. Вот так вот она выглядит сейчас. Когда же ее построили, а? В довольно хорошем состоянии. Довольно-таки хорошем. Но вот за исключением вот этой вот нижней части. Тут вот эти штыри, да? Или кто-то их дергал, что ли, погнутые копии, чтобы туда не лазили внутрь. Там, оказывается, под вот этой конструкцией пустое пространство, как видно, ага. Соответственно, чтобы туда не лазили, вот такие какие-то решетки. Здесь вот такие вот светильники, подсветки. Так, а с этой стороны тоже закрыто, ремонт написано, так что не попадем внутрь вот этой вот конструкции. Вот так она довольно симпатична. Там какие-то греческие женщины, я так как вижу, могу понять. Вот. Ну и идем дальше. Народу уже поменьше становится с каждым часом. Потом, я думаю, часам 10 вообще не будет людей. Сейчас шел, кстати, с концерта в католическом костеле. Здесь проходит концерт. Роган там находится. Куда тут пойти-то особо некуда в Ялте. Ну, как говорят, делать нифиг, вне сезона купаться невозможно. И, соответственно, что делать, люди не знают. Театр тут есть, кинотеатр есть, но кинотеатр, что, и так можно фильм посмотреть. В театре спектакли там не каждый день, так что не знаю. Ну, вот так вот ходить, медитировать, сидеть на берегу моря. Вот, алкашка, тут эти алкашки, по-моему, запьешься, перепьешься. Ну, сладости крымские, всякое добро, вкусное, сладкое, косметика. Очень много косметики. А это что такое? Заход даже какой-то. Смотрите, какой заход. Так, это катакомбы, наверное. Да, ага. Видео тоже снимаете или только стрим? Снимаю, да. Вот как бы сегодня мы ходили. Блин, музыка тут. Ё-моё. Ходили по этой тропе солнечной. Там я снимал на камеру, на обычную. Ну, как бы особо уже снимать нечего. Тут уже все снято, переснято на 100 рядов. Ну, все равно по привычке, как говорится, еще снимаю. Хотя смотрят довольно мало людей, но все-таки хотя бы для себя что-то снимать. Ну вот чебуреки здесь у нас одни где-то от 100-120 рублей. Барабуля 200 грамм, 200 рублей. Столовая ялтинская. До 8 часов она работает, кстати. Столовая. Так, кто что пишет? Так,
Это катакомбы, да, там под этим зданием что-то похожее на катакомбы. Органная музыка красивая, да. Там небольшой концертик, не знаю, полчаса, наверное, был. И все. Надо в ресторан. Люблю море и снова здравствуйте. Здравствуйте, люблю море еще раз. Сейчас пойдем на море посмотрим. Люблю море. Море. Гарри Орловский. Видеоблог. Можно потом вместе посмотреть, да. Люблю море. Гарри, у тебя канал. Какое название? А у него, по-моему, так и называется. Только английскими буквами. Так, здесь что мы видим? Кофейня, Эскобар. Тоже вот тут можно перекусить. Ну, короче, тут вот одна еда, я так понимаю. Одна еда, кругом алкоголь, косметика, натуральная крымская. О, господи. И что, тут же светофор сделали, а я на светофор не посмотрел и так шлепаю. Вот, кстати, один из первых видеоблогеров Ханжонков. Вот у него аппарат егошний. Интересно, ручка крутится? А, не крутится. Жесткая ручка. Он основатель Ялтинской киностудии. Кто интересует, кого интересует его творчество, может посмотреть фильмы его есть в интернете, в принципе. Они как это, немые, да? Раньше немые фильмы снимали. Вот этот чувак, он снимал здесь кинофильмы. Так, а тут что у нас написано? Скульптуры Геннадия Федор Паршина, 2003-2011 год. Это столько времени делал, в 2011 году. Ну тоже обтерли, затерли всего. Руку вот затерли, тоже лапа, конечно, у него что-то какая-то. Но они не пропорциональные, да, конечно, все скульптуры. Вот это вот пленка. Кстати, там фильмы, которые он снял, да, фильм «Оборона Севастополя». Автор Ханжонков. Вот на бобинах таких, на кинопленке снимали. Потом ее проявляли, как-то копировали и показывали в кинотеатрах. Так, это что за надпись? Памятник дар международного кинофорума в месте Ялте. Сражение с Крым-Брым. 2011 год. Вот это вот скульптура, композиция здесь стоит. Так, уже эти собираются художники. Но мы там не пойдем рядом с ними. Они не любят, когда их что-то там снимают, авторские права, то все. Так, завтра Steam тоже у меня приглашаю. Хорошо, запланирую трансляцию позже. Есть также чат в Телеграме, да, чат есть у Гарри. Так что он там анонсы делает своих стримов, видео. Так что заходите, смотрите. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас музей. Опять историческое здание, но его, к сожалению, фасад совсем не видно. Ялтинский музей историко-литературный вот здесь находится. Ну, он небольшой, я как-то заходил. Там всего ничего, что-то пару комнат. Или 3, или 4 комнаты, где экспозиция. Ну, кого интересует, если история, образование Ялты. Вот там можно посмотреть. Так, что еще тут интересного? Ну здесь еще поляна сказок, да, есть, но это для деток. Как бы это рядом с зоопарком. Можно вот в зоопарк сходить в Ялте, если хотите посмотреть на зверюшек. Если они у вас вызывают какие-то эмоции,
Можно туда съездить, глянуть на них. Хотя билеты, в общем-то, в последнее время подорожали прилично. Так, тут живой звук. Живой звук. Кофе-бар Кебаба. И там товарищ стоит и поет. Им же требуются сотрудники. Даже танцуют, мы видим. Отдых, ну, как бы, не лето, конечно, не лето, но так нормально, да, можно походить. Мы вот сегодня каждый день куда-то ходим, ездим, поэтому вот вечером какие-то свободное время появляется. Так что ждем еще тепла, я надеюсь, чтобы было без волн. Главное, чтобы солнце было. Так можно полежать, позагорать. Так. Ты что за мадам здесь? Это аппарат, который кофе предлагает. Да, кофе. Ну и также всякие вкусняшки здесь. Так. Эти уже возвращаются с набережной. Торговцы иллюминации новогодней. Так, музыка аккуратно, потом YouTube, авторские права качают, у меня тоже все время кидают на канал. Да, вот так вот проходишь, они вроде бы как бы живой звук, да, то есть оригинальное какое-то, но их исполнение все равно этот YouTube распознает мелодию по каким-то нотам, да, и соответственно потом накладывает ограничения. Ну, вот так вот, вроде бы не специально, но вот такая вот пакость происходит. Поэтому вот, это, конечно, плохо, то, что такая ерундистика происходит, то, что как бы идешь просто где-то, и кто-то там музыку какую-то включил или поют, и у тебя получается нелицензионный контент еще вдобавок. Так, вот это здание рынок сувенирный. Так, а тут что? Какая-то музыка, которая играет. Ой, не спать охота, а? Давайте подальше. Сейчас до моря я дойду, посмотрим на море. Надеюсь, его подсвечивают. Ну вот, просто включился. Я ненадолго включился, просто показать ситуацию, какая сейчас в городе на набережной. Крым, Союз, Печать. Ну, уже, я не знаю, там я заходил вот в этот вот киоск, да, Союз Печати крымской, да, просил какую-нибудь местную газету, крымскую, ялтинскую. Говорят, что нету газет. Уже ничего не издают. Так что только одно название. Крым, Союз, Печать. Сердце. Вот это вот все тут. Да, давайте сюда его посадим. Фотографируются. Вот такой диван или как-то. Что это такое? С подушечками такими. Вот тут надпись Ялта. Уже пустые такие штуки. Видно, нет? Надеюсь, видно. Можно присесть, фототься на память. Так, ну где тут музыканты, певцы? Ни одного что нету.
вроде бы суббота, вроде бы должны люди ходить. Ну, вот апельсин сейчас вот так вот подсвечен. Там, кстати, внутри шары такие висят, светящиеся. И вот здесь вот можно под ним посмотреть на море. Штормит, не штормит. Потому что подсветочка вот здесь есть, а там дальше я не знаю. В принципе, тоже есть. И здесь она вот хорошая. Вот. Видать все, да? Ну вот кто хотел море. Вот вам море. Да, балла 3, наверное, да? Как вот бальность? По высоте, да? Волн. Как хорошо, да? Логик идет. Менюха. Да, конечно, если долго в Ялте находиться, наверное, с ума сойдешь. Тут, кстати, можно было раньше проходить, а сейчас забаррикадировали. Так, Гарри Орловский, почитаем комментарии. Так. Запланируйте трансляцию позже. Есть также чат в Телеграме, да, у Гарри. Люблю море. У меня телеги. Тима знает. Вообще, как отдых нравится, Тима? Ну да, так. Ну, по крайней мере, здесь лучше, чем там у нас. У нас там уже снег выпал. И сейчас во время отпуска, что бы я там вообще делал, я вообще не представляю. Смотрите, тут как волны накатывают, да? Ух. Вот, кстати, на фоне ночной Ялты. Вот ночная Ялта. Оба-на! Весело. Да, тут прилично вот в этом месте все это. Тут камни накиданы специально, чтобы вода гасила свою энергию об эти камни. Такие большие камни. И интересное вот тут явление, вот это дерево, оно тут растет прямо, вот смотрите, прямо вот со стенки выросло. Просто чудеса какие-то. Так, еще дальше читаем комментарии. А пивко пили? Да нет, особо я не пью, не любитель этого пива. Так, музыка аккуратно, так, да. Какая я, может, еще что предложить, то девчонка на кофе-аппарате. Да, зачем-то ее влепили, наверное, для приманки. Они знают, это робот отслеживает. Да, музыку робот, да. Я потом накладываю свой музон. Да, но это надо опять париться, там, музон, что-то делать, блин. А у меня это как бы канал, по сути дела, просто такое хобби, своеобразное общение с людьми. То есть он мне абсолютно никакой, ничего не приносит, выгоды никакой. Просто вот, поэтому что-то делать там, углубляться, делать видеомонтаж сложный, музыку менять мне вообще неохота. Вообще неохота и лень, и незачем это делать. Поэтому как оно получается, так и получается. Если там попалась эта музыка, ну что, так попалась. Так. Вот такие вот волны тут бьются. Давайте туда вон подойдем. Надеюсь, меня не зальет брызгами. Да уж море волнует. Так, блин, на Израиль так похоже Ялта вечером, особенно Хайфа. Ну да, но я не был, как бы сравнить не могу. Ну, вот так вот выглядит. Вау! Ё-моё, блин. Смотрите, а тут-то как,
какие тут волны-то, а, зверские вообще. И люди тут просто визжат, особенно девчонки. Вот тут вот две волны в этом месте, как-то они вместе, о, это с этой и бьются. Смотрите, это одна волна откатная, а вторая приливная. И они вместе, вот, видали, да, вот на этом месте сбиваются. И получается хорошие выливки. Ой, да, в Якутии холодно. Да, что там, снег у нас уже лежит, там, что там, в отпуске, что там делать, вот скажите. Куда-то в Таиланд ехать сейчас, ну это надо денег кучу целую. Там вот я смотрел, путевка в Таиланд на неделю 100 тысяч. На неделю. А что там неделю? Это пока приедешь, ты пока акклиматизируешься к этой погоде южной, ага. Там тропики. Вот тут видно. Опс. Эта неделя, считайте, пройдет. Вот, далее, да, как мощно колотит. Вон она, волна. Надеюсь, хорошо видно, да? Поэтому. А так 2 недели, сколько уже? 1150. Да, дорогой. И Турция тоже не дешевая, поэтому, значит, надо, выбираем их по кошельку. Ну, я в этом году уже купался, загорал. Мы еще тут покупаемся, поэтому особых проблем у нас не будет с этим. Вы видали, да? Красота. Ох, мощная энергия какая. Класс. Ну, давай еще покажи. Видали, как бьется? Да, видно. Ялта норм. Ага. Ну да, тут можно походить в самом городе. По городу интересно ходить. Потом вот вокруг города куча всяких мест, где можно походить интересных. На такси берете, уезжаете, в общем, и там ходите потом без проблем. Потом вечером приезжаете. Потом тут же климат, как бы, говорят, лечебный. Тут морской воздух, плюс еще вот эти питонциды от деревьев, от растений, и вообще полезно. Как говорится, просто ходить, дышать. Сейчас не жарит. О, видали, какой накат? Прикольно, да? А так вот в Таиланд съездишь, там жара, да, допустим, плюс 30, ага, потом в Якутске минус 30. Вот нафиг этот контраст нужен. Потом мучиться, переживать, как холодно. А тут, в принципе, климат, ну, тут теплее, конечно, да? Оба. Волну пропустил. Красивая волна была. О, смотрите. Ой, фокус куда-то делся. Тут волны. Вот. Нормально, да? Интересно, а брызги почему-то сейчас не долетают. Видать, ветер в другую сторону, что ли? Я вот стою, в общем-то, прямо на краю. Вот прямо край, да? И брызгов нету. Странно. А, наверное, много от ветра зависит. Ну, вот ночная Ялта. Так, Илья уже, привет, Илья, Гарри, завтра будет стрим? Илья Глухов. А, Тима молодец, хороший стрим, лайк. Ага. А что делать-то? Сидеть. Мы уже походили сегодня, съездили, поэтому еще время есть, надо использовать. Вот, видали, какие волны? На волны хоть посмотреть. Уже интересно. Так в реале это, конечно, прикольно. Ох, как она хлюпает так. Вот здесь вот. Угу. Много людей здесь стоит, уже все снимают. На память.
Вот апельсинчик. Ресторан это ресторан. Ну там как нормально кормят, в принципе. Так что кто в Ялту приезжает, заходите вот в этот апельсин, покушайте. Еды разной. Вкусной. Так, ну что, пошли, ладно. Посмотрели. Сейчас туда пройдем. Вот тут такие здания. Ой, господи, какие здания эти. Дерево большое. Платан или как он называется. На нем шары вот эти висят. Шары повесили. Они уже несколько лет висят. И вот здесь вот тоже люди стоят. Можно, в принципе, вот так пройти, но большой риск замочиться. Что на тебя волна просто брызнет и все. А волны бывают такие, что как будто бы тебя с ведра водой окатили. Сразу весь промокнешь. Ну что, коляску так поставили с ребенком. Я думаю, что такое? Это ребенка поставили вместе с коляской, чтобы он смотрел на волны. Представляете, да? И раз вижу. Ребенок маленький, уже в коляске, уже смотрит на волны. Ну, тут много вот таких вот с электросамокатов, скутеров катаются. Во многих местах они уже как бы запрещены. Вот там какие-то определенные зоны должны быть, чтобы не сшибать людей, пешеходов. Но здесь свобода полная. Так, вот отсюда еще вид будет. Тут тоже волны видно. И кораблик вот это. Какая-то... Что за судно-то? Ладья, не ладья, как называется? Ну, что-то греческое, да? Ну, там даже парус натянули. Будет волна? Ну вот, есть небольшие. Если нормальные волны, так они тут вообще вот до сюда долетают. Ладненько. Идем дальше. Кстати, блин, прямо по воде фигачу. Ё-моё. Тут волны добивают до сюда, а вода никуда не стекает. Поэтому оно стоит, и здесь вот лужи. Лужи. Да, что-то совсем певцов нету, музыкантов. Ну, сейчас как бы особо не до пения, поэтому... О, видите, да? Это едет. Так, вот это вот, как называется, дом музыкантов, отель. Кстати, я смотрел, там, по-моему, ни один этот не горит. Ни одно окно не горит. Как и на Перекрима тоже. Никто что-то не хочет проживать в этих классных апартаментах дорогостоящих. Вот здесь вот такая вот зона проходить с светящимися деревьями. Сейчас до туда дойдем, там посмотрим на иллюминацию. О, видно, да? Вот этот дом музыкантов или композиторов. Ну все-таки есть. Вот он центральное светится там одно окно, а так все. Где-то еще снизу есть свет. Ну, я не знаю, заполняемость процентов 20, наверное. Номеров, мне так кажется, по крайней мере. Вот так вот можно пройтись, можно сфоткаться.
Ну, люди есть, люди приезжают в Ялту, тут круглогодично люди. Ну, развлечений тут толком никаких, кроме кабаков, выпивки, ну, каких-то дворцов, вот если экскурсии, да, тут делать вообще нефиг. Так вот, со скуки сдохнешь, если купаться еще нельзя, да. Вот это вот павлин-мавлин, у него вот такие вот перья сзади. Я уже снимал, по-моему, не раз. Так, волны, офигеть, читаю комментарии. Пойдем в ресторан, посмотреть меню, что подают в ресторан Ялты. Ой, да это все что угодно, Гарри. Так, я Элегма, да? Правильно прочитал? Тима, привет. С Димой планируешь встречаться? Что-то как-то это самое. У него свои планы, у меня свои. Поэтому так, просто я тут гуляю без всякой цели. Вот, короче, павлин. Вот так вот тут все сделано. Кстати, сделано довольно просто. Это каркас выполнен из металла и вокруг него дюралайтом. Дюралайт и вот этими, как он называется, прихват-то вот этот пластиковый, им затянуто, короче. Вот такая зебра. Ой, господи, какая зебра это? Павлин, блин. А здесь фонтан. Так. Гарри, Илья, привет. Привет, Илья. Привет. Так. Привет, светящиеся деревья, похожи на оленьи рога. Да, похоже. Сейчас давайте еще эти рога покажу. Ну, вот эти инсталляции, они уже тут давно, как бы, да? Уже, по-моему, год или больше даже. Ну, вот рога, по-моему, это еще при прошлом мэре Имгрунте были поставлены. Вот они, рога. Гоша Куценко, добрый вечер. Привет, добрый вечер, Гоша. Привет, Гарри. Гоша Куценко, привет. Так, хорошо, вот они, да? Ну, такие вот рога. Деревья, рога. У кого какое фантазия, как работает, тот то и представляет. Ну да, на рога похоже чем-то. Ну вот это вот подзорные трубы созывают. Что-то любители не особо смотреть на кого там планета какая-то. Сатурн. Кольца Сатурна. Там они, наверное, такие маленькие. А вообще говорят, что якобы там стоит экран, который что-то на экране там показывают эти кольца. И типа кажется, что это вы сами смотрите, на самом деле там просто телевизор, который эти кольца показывает. Я не знаю, точно нет. Так, вот. Музыка. Моя красивая Бар, да? Мне рассказала об этом моя красивая собака. Мечта Мощные колонки.
кстати, Вилла София. Там подсветочка какая-то идет. А, вот он от чего питается. У него Honda генератор. Смотрите, мы раскрыли секрет Honda генератор. И он, короче, электричество вырабатывает. И вот таким образом музыкант получает возможность играть. Вилла София. Отель-ресторан. Вроде бы как не работает. София Ротару лежит в здании. Говорят, закрывали ее на какую-то реновацию. Что-то там хотели делать. Вот сзади это дама с собачкой. Антон Павлович. Антон Павлович. Дама с собачкой. Так, люди сидят, ждут музыки. Ну, сидеть уже, честно говоря, прохладненько. Если так с собой взять, допустим, термос с горячим чайком, то еще можно посидеть, да, или глинтвейн пить. Но глинтвейн алкоголь, его захмелеешь. Ярослав Сумишевский 18 сентября гастролировал. Так и осталась эта афиша. Так, читаем. Стрим. Так. Гоша Куценко, привет. Это Хайфа, похоже, Ялту, да. И к чем-то, да, вечером Гоша Куценко, опана, нифига себе знаменитости на стриме Тима. Здравствуйте, добрый вечер. Да, нехило, Гоша. И я Елгма, а ты есть в Телеграме? Так, Анатолий Б. с Пензенской области, смотрю, прекрасно. Ну то я показываю сейчас Ялту. Смотрите, сколько людей. Сейчас у нас сколько времени-то? Сейчас дайте я гляну. Так, время сейчас 9 часов 6 минут. И вот столько здесь народу. Суббота, вечер. Кстати, здесь вот ветер не дует. Ветер куда-то пропал, а волны еще есть. Еще будет играть сейчас. А там где-то на саксе. Люди там еще на скрипках играли. Какая-то мелодия у него цыганская. Ну, он бард, эти бардовские песни. Я покидаю наши игры с больной душой и легкою походкой. Родную покидаю игры. Проверяем качество связи оператора «Волна» местного крымского. Надеюсь, качество нормальное. Так, в Пинской области смотрю, шикарно. Анатолий Б. 1993. И вам добрый вечер. И слушать, может, хватит уже говорить. Так, Анатолий Б. Да, приветики, приветствую. Здравствуйте всем. Тима, привет. Тимофей, привет большое. Вечерняя Ялта. Вот такая сегодня атмосфера. Люди ходят. Бард тут играет на гитаре. Так, тихо, спокойно. Ветра нету уже. Хотя волны вот там бьют немного еще.
Надеюсь, что погодка будет получше. Тут предупреждение прислали, что возможно пожарная ситуация в лесах. То есть, может, все-таки солнце вылезет и удастся еще позагорать, покупаться. Я уже купался. Нормально. Первый раз зашел. Вроде бы холодно. Вышел. Потом второй раз зашел. Уже организм привык. Проплыл немножко. На третий раз я так вообще нырял уже. И из воды не хотелось вылазить. Там, когда в воде сидишь, там тепло. А, значит, вылазишь, когда на воздух начинает ветер дуть, обдувает и некомфортно. А, вот, кстати, продают глинтвейн. Ох, смотрите, как он катит, а. Глинтвейн продают что-то 150 рублей с термосом. Девушка стоит. Вот тут еще можно посмотреть на волны. Смотрите. Вот там апельсин. Так вот все подсвечено. Набережная. Ну, вот этот пляжик. Штормит, но немного. Ветра, как еще раз повторюсь, нету, это хорошо, уже радует. Ну, посмотрим завтра с утра, как будет обстановка, будет или нет ветерок, будут или нет волны. Женщина ходит, цветы предлагает. Так, и вот возле этой церквушки вот эта женщина, бабушка сидит. Каждый вечер она здесь, как на работе. Ну, дойдем до туда, там я покажу вам эту иллюминацию до памятника Ленина. И там я уже закруглюсь со стримом. Так вот, кстати, тут почему-то зонтики не светятся. Вот здесь вот зонтики висят. Их выключили. Уже не сезон, что ли. Тут тоже хорошие номера вот здесь вот, ну тоже это окна все. А, хотя там вот наверху я вижу пару окон светятся. И здесь здание вот это, да, тоже. Одно окно. Не знаю, процентов 20, наверное, да, жилья занято сейчас. Если не меньше. Кто-то там поет песни. Сейчас дойдем, посмотрим. Ну да, вот здесь тоже, честно говоря, ветерок и обдувает, и прохладно. Сейчас мы вот на эту вот аллею светящихся столбов цветов пойдем. Посмотрим, что там. Пальмы вот так вот все гирляндами замотаны. Упс. Ну, кстати, вот людей, мне кажется, что больше и не надо, в общем-то, для нормального отдыха. Если больше людей, то уже давки всякие, очередя. И
так далее. Кафе «Ялтинский дворик». У них меню под цветкой. Интересно. Вот так сделано. Что-то в восточном стиле музыка такая играет. И там факел пылает. Так, и что тут ценник? Меню. Блинчики с семгой 480 рублей. Блинчики с красной икрой 480 рублей. Блинчик со сметаной 180. А, это блины 3 штуки. Вот стоят. С икрой 480 рублей 3 блинчика. Так, что еще тут такого есть интересного? Цезарь с креветкой 220 грамм 510. Цезарь с семгой 220 грамм 550 рублей. Салат с говяжьим языком 240 рублей. Так, супчики, пожалуйста, борщ украинский с пампушками и салом 350 рублей. Солянка сборная мясная 370, куриный суп 300, норвежская уха 370, а крошка 330. Так, дальше, что тут у нас? Рыба. Черноморские мидии в створках 500 грамм 650 рублей. Форель, одна форель 500 рублей. Семга под сливочным горным соусом 890 рублей. Так, что еще тут такого экзотического? Язычки ягнят 260 грамм 650 рублей. Мясное ассорти 1 килограмм 2880 рублей. Шашлык из куриного филе 100 грамм 220. Стейк стрип-лоин 100 грамм 700 рублей. Вот такие цены. Вот такое меню. А, еще устрицы есть. Устрицы. Как я про устрицы это забыл, а? Устрица тихоокеанская. Одна штука 300 рублей. А устрица черноморская 220 рублей. Так что, не знаю. Я вообще устрицы не пробовал. Что-то у меня желания особого нету. Непонятно. Слизь кушать. Вот тут смотрите как. Тут проектор, да, сверху светит. И вот такая реклама. Тут у них колонка. Это вот это, кстати, я Лазовский музон врубил. У меня точно забанят. Я так хожу смело, что-то снимаю. Вот такая колонка. Ну, спать так. У них тоже тут меню. До 0 часов работает, написано. А вот здесь вот подсветочка есть. Тут даже места на улице. Кстати, смотрите, обогреватели инфракрасные на улицах установлены. Поэтому вы можете на улице сидеть, и вот будет обогреватель такой светить. Так, вот это вот. Тут были когда-то часы, а сейчас вот экран вот такой. Вон молодежь катается на роликах. Детишки. Вон, кто на чем может. И термометр здесь. Плюс 13 градусов сейчас. Воскресенье плюс 18. Понедельник плюс 19. Солнечно. Вторник плюс 19. Солнечно. Ну, надеюсь, ага, с четверга типа уже будет погода портиться. Написано. Так, алкомаркет. Смотрите, какие тут оригинальные, типа бутылки такие стоят. Бар там внизу, если туда идти.
Это у них что, штопор такой, да? Большой. Вот тоже бутылка нарисована. Точно штопор. Вот какой штопор. Это что за пробка-то такая, а? Там, наверное, роту солдат можно напоить с такой бутылки. Магазин тут, кстати, Летуаль. Парфюм. Ну, он уже закрыт. Закрыт? Закрыт. А еще вот интересно, здесь вот такие скамейки. И сверху вот эти растения. У вас так сделано. Симпатично, мне вот нравится тема. Сидишь в тенечке, когда солнце, конечно, под растениями, от пальмы. О, даже такой большой паровоз есть. Можно на паровозе кататься. Так, давайте вон туда пойдем. Тут, кстати, панорамный ресторан «Чайка» на втором этаже, вот, известный еще с советских времен. Здесь же столовая по-домашнему. Вот она. Она сейчас уже не работает. Так, как мы там пройдем вот так вот, да? Так, пройдем? Пройдем. Вот эти столбы фонарные, их таким образом украсили. Такие, как бы цветок, да? Ветки деревьев. Так что воздух здесь питательный, лечебный. Даже просто ходить вот так вот. Это очень здорово. Так вот медитировать. Не надо никуда суетиться и ходить, просто вот так вот время проводить. Одежда Вероника. Так, почитаем комментарии. Гоша Тимофей, нормальность тема. Чего этиловая чесотка? Норм чел вчера выпила, адекват держался. Ну, отлично. Так, Тимофей, Тима, там моль на другой канал переходит. Хорошо, посмотрим. Я слежу за творчеством Моля. Он хорошо снимает, поэтому мне как бы его тема импонирует. Смотрю его. Тимофей. Ик тиловый, потому что состоит на 90 из тела часов, потому что чешется. Так, Тимофей Ик. Ну, Гоша Куценко, у него новичок, еще много не знает, говорит норм чел, но сейчас узнает этого норм чела. Тимофей, ага, я тоже думал, так когда-то, о боже мой. Так, Илья Глухов, а что за канал, они новые открывают? Тимофей Ик все так думал. Илья Глухов, Тимофей, Николай, Моль Лайф. Моль Лайф. Я знаю про этот канал новый. Николая Моля, да? Моль Лайф, да. Он его анонсировал уже. Ну, а тут можно прогуляться вот под такими светящимися дождиками. Прикольно, да? Девицы сидят толпами, курят вайп, сигареты сейчас меньше курят, вот вайп курят, типа мода такая.
с одной гадости на другую гадость переходят. Вот кто-то на саксе. Сейчас подойдем к саксу. Потом я посмотрю, как качество, мне интересно просто. Раньше же все говорили, что с Ялты стримы, они типа невозможно, тут качество все фиговое, но сейчас посмотрим. Много молодежи гуляет, визжат. Ух ты, яхты. Включили синие маячки. Сейчас к ней подойдем. Ух ты, смотрите, там даже танцуют. И вот на этих катаются самокатах. Так что тут надо смотреть в оба. Вот мы уже куда отошли. Далеко. Подсветочка у яхты. Таким голубым ультрафиолетом. На каждой из яхт номер телефона, по которому звоните и узнаете там, за сколько аренда. Так, саксофонист куда-то убежал уже, все, подудел и убежал. Все, видите, он собирается. Видать, нету никакого смысла стоять. Люди не донатят. Зато вот там кто-то играет. Я помню, вчера его тоже слушал здесь. А здесь тоже музыка. Сейчас на нее пойдем. Кто там? Да, уже прохладно. Слушайте, у меня рука уже как-то начинает немножко подмерзать даже. Она как бы неподвижно держит телефон. Стараюсь поменьше трясти. Ну, слушайте, это же это песня-то. Это какой-то ресторанчик. Оттуда музыка разносится. Вот тут рядом торговый центр. Опять это дерево с шарами. Платан или как называется. Так, ну где этот товарищ-то, который пел? Тоже убежал. Что-то они меня боятся, что ли? Как я начинаю подходить, они сваливают сразу резко. Да. Или может они до какого-то определенного времени патрули ходят, военные. Так, это туалет, светящийся такой вот.
Ну и здесь тоже вот эта аллея. Вот эти деревья тоже, их смотрите, как прикольно. Завернули. Сейчас подойдем поближе, посмотрим лампочками. Вот, видите, да? Поближе. Новый год, да? Новый год без снега. Ну и тут же Ялта, тут вечный праздник. Так. Читаю комментарии. Ребята, не знаю, пока чувак нормально вещает, пока во многом не разобрался, но пойдет, пока вы с ним. Угу. Давно знакомый, я новичок, вас всех не знаю. Тимофей Гоша говорит, ну ничего, узнаешь получше, скоро денег шли ему побольше. Так, и Гоша помогает Тиловой, эйфории, чем можешь быстрее узнаешь. Тимофей, Тима, это ты на волне сейчас? Да, волна, оператор, это я еще брал эту симку в июне, поэтому я ее просто вставил вот сюда по приезду, денежку закинул, и она стала работать еще в поезде, пока ехали. Я ночью, пока мы когда пересекли, значит, Керченский пролив по Крымскому мосту, я сразу же заменил симку на волну, там, которая была, и все, заплатил, там, деньги перевел, соответственно, там, получается, 350 рублей, это тариф море общения, и 450 тариф космос. Так, Тимофей, сколько градусов на улице? Ну вот, градусов 16-17. Вчера ходил по Массандровскому пляжу, там интересно было время 16 часов 17 минут, и также совпала температура воздуха была 16 градусов, а температура воды 17 градусов. То есть температура воды на 1 градус была выше даже. Ух ты, это кто тут едет, а? Какие тут машины. Молоды мы были. Это песня Градского, известная. Вот так вот. Ух ты, тут часы, смотрите. Русское время. Их не видел. Ювелирный магазин. Немчур, да? Так, сейчас вон туда пойдем. А вот Винторг. Подсветили ее. Смотрите, вот у них какие бутылки здесь. Офигительные. Так, слушайте, продается квартира в этом доме. Телефон 7 плюс 7 978 029 67 10. Дом хороший, старинный, поэтому покупайте срочно, пока продают. А вот эти пробки гигантские. Бельбек, Коктебель, Мангуб, Алма-Валей, усадьба Перовских, Новый Свет, Винторг. До 11 написано, работает. Что-то они мешают, какой-то коктейль. И вот так у них тут все завешено, смотрите, гирляндами, чтобы заманивать. Ух, там у них вина-то, а? Ё-моё. Пропаганда алкоголя вредна, да? Сами знаете. И просто так показываю вот эти пробки. Видали, да? Да, такая бутылка, наверное, там, я говорю, роту солдат можно напоить. И вот эти бутылки брют, балаклава, это шампанское, да? Вино. Вот такие бутылки. Здоровые. Смотрите, что там.
Сколько винища-то, ё-моё. Если выпьешь все это, тут точно сдохнешь. Так, ладно, туда идем. Вот эта улочка такая прикольная, смотрите. Все они обтянули, что возможно, гирляндами вот этими. Такое новогоднее ощущение. Я не знаю, как тут Новый год вообще. Уже Новый год. Обычно вот эту иллюминацию все включают как бы на Новый год, да, на Рождество. А здесь она уже все тут светится. Я где-то там, где московский торговый центр, там рядом со входом две ели у них, или там каких-то дерева, да, и тоже на них гирлянды, и кажется, как будто бы елки уже стоят и светятся. Город счастья, тут вечный праздник, вот крылья, вот такие вот, сюда встаете, кто-то вас фоткает, и вот вы уже ангел с крыльями. Так, а здесь у нас аттракционы, я так смотрю, детские, деткам каталки. Ну, это на маленьких деток рассчитано все. Кофишка, кофеек вот попить на улице горяченький сейчас. Самое то. Со льдом не надо ничего пить, потому что вы еще больше замерзнете. Что-то такое теплое, горячее, самое то. Вот такие вот боксы караоке. Поют песни, берете микрофон, там какие-то деньги платите и песни поют. Можно пострелять. А вот эта таскалка, таскать эти игрушки за денежку. Нужно потренироваться по банкам, пострелять. Выбейте сколько-то очков, вам будет положен приз. Ладно. Здесь вот такие вот, как это, хоккей, да, называется. Хоккей. Очень шумно. Надо сюда отходить. Каруселька, 300 рублей. Это никто не катается. Просто крутится. Фонтан. Ну и по сути дела все. Мы уже, по сути дела, прошли всю набережную. Туда уже дальше смысла нету идти. А он там стоит, поет этот чувак рядом с автокафе. Как увидел, возвратился, будто прошлое, и накрыло солнце ялтым теплом. Здравствуй, море черное, горизонтом нагруженная вода. Здравствуй, Ялта, солнцем напоенная, Песню про Ялту поет. полюбишь навсегда. Здравствуй, море, Вот там бабушки танцуют рядом. Я вижу. пугает иногда. Ты все Веселые. Так, читаем. Народу, конечно, немного. Ну да. Ну что вы хотите, октябрь же. Тима, спасибо за прогулку. Спасибо вам. Тимофей, спасибо, хоть по Ялте вечером погуляли, красота. Ага, ну да, вот пытаюсь передать, пока есть возможность. Чего там сидеть где-то в номере, какой смысл? Смотрите, вот они как Ялта нас с тобою познакомила,
И здесь счастье повстречали мы тогда. Танцы-шманцы Море, здравствуй, море черное, под автокафе. с горизонтом обрученная вода. Здравствуй, Ялта, солнцем напоенная, встретишь и полюбишь навсегда. Бабушки, дедушки. Здравствуй, море черное, пусть штормит, порой пугает иногда. Ты все такое же по-прежнему соленое и такое же родное. Ну, они, конечно, уже под шофе, но Такое же в пределах нормы. соленое и такое же родное, как тогда. Здравствуй, море черное, с горизонтом обрученная вода. Здравствуй, Ялта, солнцем напоенная, приедешь и полюбишь навсегда. Здравствуй, море черное, пусть штормит, порой пугает иногда. И все такое же по-прежнему соленое, и такое же родное, как тогда. И все такое же по-прежнему соленое, и такое же родное, как тогда. Ну да, можно согреться, вот так вот двигаешься, чтобы не замерзнуть. Хотя холода такого нету, но все равно. Браво, браво. Так, ну что, идем, дойду я вот еще до этих, как это называется, колонны, светящиеся колонны, до них дойду. Да и все уже. Вот тут тоже куча всяких разных мест, где можно перекусить. Но там уже, по сути дела, туда идти смысла нет. Там Массандровский пляж, улица Рузвельта, Дрожжинского. Поэтому вот здесь, по сути дела, вся тусовка, она и кончается. Люди на улице сидят тоже. И вот здесь вот эти колонны, шатры, или как это называется, светящиеся. Там за туманами вечными пьяными. Такой вот купол. Ух, курят этот вайп тут везде, дымина этот со всех сторон. Неприятный, конечно. Так, тоже пальмы, смотрите, их тут тоже затянули лампочками, гирляндами. Вот дедушка Ленин. А, он еще туда немножко пройдет. Здесь эта площадка. Вот так вот она с подсветкой. Просто вот в плитках лампочки вмонтированы. Все это светится. Севастополь, Камчатка, И тут еще одна такая вот конструкция. А мы все-таки вот туда за еще пройдем, там посмотрим. Девушки сидят, скучают в телефоне. Так, видно его, видно. Все-таки вот свет от этих пальм, он дополнительно подсветку делает на памятник. То обычно его и не видно здесь.
Здесь зона вот эта вот. Здесь бассейн. А он тоже симпатично довольно выглядит. Там вот эти гирлянды, они отражаются в воде. Довольно симпатично. А там на дальнем плане здание мэрии города. Тоже вот такие сооружения светящиеся. Я говорю, Новый год. Новый год. Вечный праздник. Вечными пьяными. Так, еще вот это показать, да и все, наверное, я уже закончу трансляцию. Да, бай-бай. Где находился. Кислорода избыток, поэтому от кислорода избытка, как правило, в сон тянет. Хороший глубокий сон. Вот тут видали, да? Тоже вот такая подсветочка. Ну, она уже давно. Уже помню, первый год. Здесь кафешка «Давай завтракать». Тут прямо видно, как они готовят все. Посетителей видно. Кухня. Такая небольшая кухонька у них тут. Вот они тут успевают. Персонала много, а? Мои года, мое богатство, моя седа, мои года, мое богатство. Тогда голова моя седа, мои года, мое богатство. А вот там, оказывается, еще шары какие-то висят. Прикольно, да? Это шатер, получается, шары, гирлянды, и вот оно все так переливается. Мое богатство. Почта Крыма. Это вот историческое здание. Кому надо посылочку отправить, вот сюда вот можно сходить. Там, кстати, внутри тоже прикольно. Картины у них висят, такие исторические. Ну что, так, давайте я дочитаю чат. Спасибо за прогулку, спасибо вам, что смотрели, спасибо, вечером поговорю, спасибо. И у нас так деревья закрашивают лампочками, Гарри, да? Сейчас, видать, мода такая везде. Тимофей, крылья прикольно, ангелом покарать. Ну вот уже можно и ангелом стать. Здесь фоточку так сделал, уже ангел. Ну, ладненько. На этой ноте я завершаю трансляцию. Еще будут стримы в следующие дни, так что всем желаю спокойной ночи. Пока. Спасибо за лайки.